Это жутчайшая ситуация. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как международное сообщество отчитало Таджикистан. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Таджикистан должен срочно активизировать действия по предотвращению торговли людьми и защите жертв таких преступлений, особенно женщин и детей из числа беженцев, вынужденных покинуть зоны конфликта. Об этом заявила независимый эксперт ООН по завершении своей поездки в Таджикистан. 15 декабря специальный докладчик ООН Шивом Малали завершила недельный визит в Таджикистан, в ходе которого она встретилась с официальными лицами, представителями гражданского общества и неправительственными организациями, а также с самими жертвами торговли людьми. Перед экспертом стояла задача обсудить эту острую проблему во всех сферах, во всех ее формах, возникающие ключевые вопросы в области прав человека, а также прогресс, достигнутый Таджикистаном в борьбе с торговлей людьми. Малали высоко оценила меры по борьбе с торговлей людьми, уже принятыми в этой стране, в том числе соответствующие законы и национальный план действий. Вместе с тем она выразила серьезную озабоченность по поводу недостаточной защиты вынужденных переселенцев из Афганистана, Ирака, Сирии, которые уже находятся на территории Таджикистана. Очень важно, чтобы правительство срочно возобновило возможность регистрации для просителей убежища и беженцев и в полной мере соблюдало бы принцип невысылки этих людей, признав серьезными угрозы, которыми они подвергаются, заявила она. По мнению эксперта, необходимо в срочном порядке принять меры по борьбе с торговлей людьми и защитить жертв сексуальной эксплуатации. Стигментация и дискриминация женщин и девочек, ставших жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации, лишает их защиты и правосудия, предупредила Малали. Нам рассказывали вызывающие тревогу истории о том, как, согласившись работать за границей, люди попадали в сети торговцев людьми и становились жертвами принудительного труда или сексуальной эксплуатации. Правительство должно и дальше развивать безопасные пути для миграции, опираясь на принцип гендерного равенства и расширения возможностей женщин. А как вы относитесь к такой ужасной ситуации? И знаете ли вы подобные истории? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Кроме того, спецдокладчик призвала оказывать поддержку семьям трудовых мигрантов, особенно когда во главе такой семьи стоит женщина, которая может быть уязвима перед угрозой эксплуатации, а также защищать людей, занятых в неформальном секторе экономики. Малали высоко оценила усилия правительства, направленные на репатриацию женщин и детей из Ирака и Сирии, напомнив также о необходимости обеспечить воссоединение этих детей с родными. Она призвала содействовать регистрации несовершеннолетних и усилить меры по их социальной защите. Спецдокладчик приветствовала готовность правительства Таджикистана ратифицировать и применять на практике Конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью, а также призвала защитить от дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества. Свои выводы и рекомендации Шивон Малали, специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, представит Совету ООН по правам человека в июне 2022 года. Спецдокладчики не являются сотрудниками ООН и не получают за свою работу заработную плату от организации. Их назначает Совет ООН по правам человека для изучения ситуации по конкретному вопросу или по ситуации с правами человека в той или иной стране. То есть, по сути, они являются независимыми. А вы согласны, что в Таджикистане есть такая проблема, как торговля людьми? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!